Уважаемый Салтанат, я рада снова вас приветствовать на канале Вкусный Дамду Тести Кыргызстан. Я продолжаю свое кулинарное путешествие вместе с уникальным сборником бабушкиных рецептов. И сегодня я иду в гости к юристу. Такого гостя, конечно, у нас еще не было. Но юрист, скажу, необычный и защищает права всех авторов. Сегодня, по сути, каждый второй пользователь интернета, который ведет свою страницу в социальных сетях, публикует туда свои фотографии, видеоролики, уже является автором. Значит, имеет полное право защищать свой контент. Никто без упоминания вашего имени или ника не может его использовать. То есть сделать репосты, перепосты ваших публикаций. Конечно, отследить всех и сразу сложно, но технологии не дремлют. Сейчас алгоритмы соцсетей настраивают так, чтобы перепосты и перезаливы обозначались определенным знаком. В этом случае все будут видеть, где оригинал, а где нет. Но есть еще несколько способов защитить свои авторские работы. О них гость нашей рубрики «Вкус традиций» сегодня расскажет за процессом воспроизведения старинного рецепта. Мы идем в гости в первую очередь, чтобы приготовить забытое традиционное блюдо. Ой, здравствуйте, Салтанат. Нам очень приятно, что вы сегодня в нашем представительстве, в нашем офисе Айпечения. Добро пожаловать! Знакомьтесь, это Рыс, юрист в сфере защиты авторских прав, а за спиной которой 20-летний профессиональный опыт. Несмотря на всю серьезность профессии, Рыс достаточно веселая и жизнерадостная, всегда излучает позитивную энергию. Я лично это чувствую при каждой встрече. Я бы хотела сказать, что я девушка с Нарына, замуж вышла за иссыкульского парня, и выросла я вообще-то в селе, в Нарыне, в Джайло. Очень люблю нашу национальную кухню. Я очень рада, что сегодня Салтанат с нами. Так, будем смотреть. Я хочу себе что-нибудь легкое выбрать, Салтанат, потому что я очень люблю, обожаю рис и все, что связано с рисом. Так, тулюаш дейт, шмелек дейт. Нет, ищем рис. Курдак из верблюжатины дейт. Сейчас. Верблюжатину? Нет, но я хочу сказать, я пробовала медвежатину. Кстати, она очень вкусная. Вот, что я еще... Папа у меня есть охотник, но он сейчас уже дома, папа, но раньше вот в молодости он часто выезжал, вот кекилик дегенде көп алып келчи, потом вот я прям олененка я ела, я видела живых детенышей волка, волчат, да, я видела, потому что у папы друг, он в горах прям держал у себя волчат. Вот. Я же все-таки в Джайло выросла, в Нарыне, постоянно каникулы была у бабушки, дедушки Джайлодо, Нарында. Ой, по-моему, я нашла. Вот, нашла, Салтанат, то, что я хотела, кордо. Даже слышала от мамы, от бабушки, от тайнешки, что вот оно готовится именно из риса, из айрана. Вот. Давайте мы попробуем, Салтанат, вместе Тести Кыргызстан менен во время обеда в офисе нашего Айпечения приготовить вкусненькое и быстренькое блюдо. Уважаемые подписчики, Рыс помыла рис. Мы Салтанат готовим дамду тести менен. Хотим вам приготовить такое вкусненькое, быстренькое блюдо из наших традиционных знаний, именно кыргызов, которые нам передали наши бабушки. Вот очень важно, чтобы мы знали о наших истоках, потому что именно на этом вообще держится нация, можно сказать. Поэтому нам очень приятно, что наше представительство Салтанат пришла дамду тести. Да, наши ингредиенты это вот айран. Они очень легкие ингредиенты. Потом рис берете, хорошенько его промываете. И, конечно же, водичка.
наливаю водичку, чтобы она рис закрывала, да? Так, наливаем водичку для того, чтобы хорошенько сварить рис, чтобы он мягкий был, и чтобы затем мы могли его смешать с айраном. И ставим в микроволновку минут на 15-20. Ставим на 20-ку, и пока у нас наш рис готовится, мы, наверное, с Dam Do Tasty поговорим. В то время, наверное, папа за меня подумал. Вот. Я жила вот здесь, рядом с Кыргыз-Патентом, и папа говорит: доченька, есть, оказывается, здесь хороший государственный орган, и там работа связана именно, оказывается, с творческими людьми. Давай ты попробуешь. По рекомендации папы я попала в Кыргыз-Патент, очень долгое время проработала. Вот все, что я знаю именно в области интеллектуальной собственности, именно по авторским правам и по другим объектам, я благодаря именно Кыргыз-Патенту получила очень много опыта, много знаний и горжусь этим. Закончила более 15 курсов Всемирной организации интеллектуальной собственности. У меня есть различного уровня международных всяких сертификатов. И что и дальше. Сейчас я тоже работаю над написанием научной большой работы. Не буду раскрывать, но оно также связано именно с цифровыми технологиями и с авторским правом. Сама творческая, потому что я играю на камузе. Это российская организация, но она развернута в 9 странах. Это Белоруссия, это Армения, это Казахстан, это Россия, конечно, и сейчас ассоциация развивается, и именно в арабских странах сейчас вот у них идут переговоры. У нас есть дальше и планы нашего представительства. Мы работаем во благо именно нашей Кыргызской республики для того, чтобы наши авторы, именно наши креаторы могли присоединиться к цифровому сообществу и быть в ногу со временем вот, в условиях этой современных технологий и развития интернета. Одна из наших функций нашего представительства — мы помогаем креаторам задепонировать. Депонирование — это простыми словами хранение, либо фиксация. Хранение своего произведения. Вот он сказку не только у себя в нотнике сохранил, да, либо вот не только он у себя на сотке сохранил, но и задепонирован на цифровой платформе iPchain для того, чтобы на блокчейне. В этом блокчейне мы даем возможность креатору сохранить вот эту цифровую фиксацию своего авторского права, потому что поскольку сколько будет существовать интернет, и блокчейн также останется навсегда, вовеки, то есть внутри сохраненная там сказка навсегда останется внутри него. Здесь, когда уже в ячейку ложите, то это за вами идет именно дата, фиксация вашего авторского права. Это современные технологии. Сомов, регистрация 500 сомов. Да, год хранения, вот 500 сомов, депонирование. Для чего? Для того, чтобы автор до обнародования, как оно стало третьим лицом, чтобы он мог себя зафиксировать в качестве автора, потом уже дать доступ к третьим лицам. Уже в нашей системе задепонировала один очень известных дизайнеров Кыргызстана. Вот, допустим, в одну нашу ячейку мы сохранили 27 ее работ. То есть можно просто один раз взять одну ячейку за 500 сомов и задепонировать. Либо в Кыргыз-Патенте тоже целый сборник и зарегистрировать. Но это сам автор решает, что ему важно. Мы разворачиваем блокчейн-технологии для крупных вузов. Допустим,
Ошский государственный университет, допустим, Ошский технологический. И там Нарынский мы недавно заключили, их более 20 у нас соглашений. Академия наук Кыргызской Республики. Раньше, если произведения хранили, не знаю, в бумагах, сейчас есть необходимость, чтобы хранили только цифровые следы, то есть именно цифровые документы. Основа блокчейна в том, что, например, у нас 20 соглашений, да, сейчас. Вот этот реестр, у каждого, у 20 узлов есть свой ключ. Вот эта информация, она будет храниться во всех 20 узлах. То есть он никогда не пропадет. Вот есть узел Салтанат, есть узел Ырыс, допустим, есть узел там, я не знаю, Тагай, есть узел там Джипареджи. Вся информацию, которую Салтанат загрузит, да, о себе, она будет храниться и в Ырыс, она будет храниться у Тагая, она будет храниться у Джипареджи и у всех других узлов. То есть информация ваша, как если попадает, она никуда не исчезнет. И когда вот этот весь Кыргызстан у нас будет развернут, мы дадим возможность присоединиться его и с другими узлами из других стран, чтобы они в зашифрованном виде могли получать доступ к нашим вот этим реестрам, именно реестрам Кыргызской Республики. Когда вот этот узел IP-чейна заработает, в будущем вот эти креаторы могут продавать через нашу систему, через нашу цифровую платформу. То есть у наших авторов, наших креаторов будет знать не только Кыргызстан, не только их подписчики. Мы дадим возможность, чтобы о них узнали и в России, и в Казахстане, и в Армении, и в Белоруссии, где мы намерены дальше продвигать работу нашей ассоциации. Это очень хорошая возможность для креатора заявить о себе. Смотрите, YouTube-канал мы не трогаем, потому что у YouTube, вообще у социальных сетей своя политика. YouTube, Facebook, Instagram, там, Twitter, там у них своя политика, но основы, азы во всем мире, они должны сохраняться. Вот, например, сегодня Едишка, очень известная художник, она мне сегодня звонила и говорит: Ырыс, вот мне нужна консультация. Я говорю: да, Едишка, слушаю. Он говорит: ты знаешь, говорит, я же, говорит, вчера выставила свои картины, вот сегодня мне один предприниматель позвонил, оказывается, сказал: иди, дайте мне разрешение, мы с вами устно обговорим. Я хочу, говорит, это в поножках, хочу вашу вот этот, именно вот эту картину, одна там она в голубом формате, такая красивая картина была. Он говорит: хочу использовать и продавать, говорит, там своим партнерам. Он говорит: и она мне говорит: Ырыс, что мне делать? Не давать разрешение или не давать? Я говорю: иди, я говорю, ну нельзя, говорю, устно ни о чем разговаривать. Вам нужно заключить договор, определить предмет, конкретно, что продаете, где продаете, количество. Просто так никому не давайте, говорю, если только сами не пожелаете. Вы имеете полное право на вознаграждение. Кто его знает, где этот предприниматель, сколько, может у него там по 1000, я не знаю, по 3000 экземпляров, я не знаю, может он шоперы везде же продают, а вдруг он будет там, я не знаю, миллионы продавать, да, этих шоперов. Очень важно, чтобы автор знал, чтобы креатор знал о своих правах. Много звонят так, без разрешения, ты знаешь, говорит, пошла на Дурдой, говорит, а там мой, говорит, мое панно продается. А что мне делать? Я говорю: ну, значит, смотреть надо. Пишите заявление в госорган. За нарушение именно прав интеллектуальной собственности предусмотрено как штрафы, вплоть до лишения свободы. Поэтому давайте уважать права креатора, давайте уважать творчество. Приготовилась, да? Давайте, Салтанат, пойдемте проверим наше блюдо.
Так, наше блюдо, наш рис уже готов. Давайте его вытащим, да? Как видите, уже рис готов. Мы его теперь смешаем с нашим айраном и будем салтанат обедать. Потихонечку берете, выливаете рис. Я бы хотела сказать, что даже если здесь нет мяса, он очень плотный, как вы видите, хорошо усваиваемый будет, потому что здесь айран и рис. И он как бы считается, что это диетическое блюдо. Вот, давайте его смешиваем. К сожалению, у нас нет черного перца. Можете сюда добавить соль по вкусу, перца. И, наверное, сейчас уже как бы можно, наверное, любимые травки, да, наверное, можно добавить. Там типа там, сельдерея, типа морковь, овощи, наверное. Думаю, это не помешает, а только придаст вкус этому блюду. Так, салтанат, как вы думаете, наверное, хватит, да? Айран, да? Угу. На глаз, да, мы меряем? Да, на глаз меряем. Ну, я вижу, что он будет очень сытным блюдом. Наверное, блюдо больше для девушек, да, мне кажется. Очень вкусно. Супер. Я с утра как раз не завтракала, потому что очень был насыщенный день. Я сейчас обучаюсь многим новым навыкам для меня. И как раз получается блюдо очень вкусное и простое. И главное, быстро можно перекусить и дальше как бы работать на любимой работе. Вкус детства. Вкус джейло. Это, знаете, салтанат, это блюдо можно было бы кушать джейло до Джаныңда, так речка течет, здесь огромные большие ели, горы, там лошадки, да. Это сочетается со вкусом детства. Очень люблю рис, очень люблю айран. Я же говорила, у меня мама до сих пор айран передает на рынский. Своего производства. Вот, классно. Я думаю, для каждого крайне важные книжки, потому что здесь именно эта книги содержат в себе именно национальную кочевую кухню. Вот для того, чтобы его не обязательно, наверное, ездить в горы, как я уже отметила, как в джейло. Можете быстренько, вкусненько, главное, сытненько приготовить у себя в офисе. Крайне важно, чтобы наши дети тоже знали об этом, чтобы мы знания, полученные от наших бабушек, дедушек, от наших предков, нам очень важно, чтобы мы наше наследие передали и нашему поколению, то есть нашим детям. Спасибо большое. Маленькая поварюшка. По-таински, необычный гриб. Так, нормально так. Такой кисловатый вкус. Да, сонки молодежь лично.